першие пролески на полянах узышлі. Подошел ко мне симпатичный такой светленький паренек. Я говорю, как тебя звать? Он говорит, Леонид. А фамилия? Барткевич. В чем он как-то вот признался? Ты знаешь, говорит, я люблю подраться. Я говорю, как? Ну, я ж на тракторном заводе вырос, было дело. Солнце промни весновые раскидало по земли, под ветрами вьють крылами молодые мотыли, молодые мотыли. Спросите у девчонок, которые ни одно поколение девочек до сих пор вспоминает и вздыхает о Лене и как о певце, и как о мужской красоты образец. Не навечно дни юнацтва отплыли, снова енчиками вспыхнуть весновые мотыли, непоседы мотыли, молодые мотыли. Сціплы хлопец з мінскай ускраіны, ён стаў мегазоркай савецкай эстрады. Яго славе мог пазайздросціць любы, нават самы знакаміты артыст. Найлепшы, самы прыгожы і чысты голас песняроў, вакальны лідар ансамбля, а для мільёнаў паклоннікаў ідал, сапраўдная ікона вакальнага стылю. Леонид Барткевич. Самым галоўным носьбітам беларускасці ў песнярах быў менавіта Леонид Барткевич, якая ў яго чысцейшая беларуская мова ў спевах, проста эталон. І ён і ў звычайным жыцці гаварыў па-беларуску вельмі добра, бегла, без памылкі, без запінак. І беларускую народную песню, увогуле беларускую песню ён адчуваў на падсвядомым узроўні вельмі тонка, таму што ён быў тутэйшы. Мой родный кут, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Бацька Леонида Барткевича быў удзельнік вайны, фронтавік. І можна сказаць, што фронтавыя раненні яго дабілі літаральна. Ён пражыў усяго 23 гады і памёр у сакавіку 1949 года за 2 месяцы да нараджэння сына. Калі хлопчык з'явіўся на свет, маці назвала яго Леонидом, Лёней, у гонар бацькі. Але сапраўднае імя бацькі Леонида Барткевича – Леонард Рычардович Барткевич. У Леонида не было братоў і сясцёр родных. Маці яго, Валянціна Давыдаўна, больш ніколі не выйшла замуж і выхаваннем сына займалася адна. Леонид Барткевич спяваў з дзяцінства. Ён быў салістам хору хлопчыкаў пры палацы піянераў. Потым маці аддала яго ў музычную школу па класе трубы. Але самым галоўным яго захапленнем было маляванне. Пасля 8 класа ён паступіў у мінскі архітэктурна-будаўнічы тэхнікум, даведаўшыся, што адзін з экзаменаў, які трэба было здаваць, менавіта малюнак. За гэта ён не хваляваўся. Жывапіс, маляванне назаўсёды застануцца яго любімым хоббі. А ў тэхнікуме, як ні дзіўна, ён упершыню пачаў спяваць з канцэртнай эстрады. Когда я поступил в архитектурно-строительный техникум на отделение архитектурное, там оказался хороший, очень большой эстрадный оркестр. А в техникуме, причем уровня высочайшего. Ну, конечно, мы понимаем, что это благодаря руководителю этого оркестра, Владимиру Скороходову. Причем играли там музыку очень разную, в том числе и джазовые композиции довольно сложные. И вот я оказался, значит, за установкой ударной, стал в этом коллективе. Принял меня сразу же Скороходов. И вот запомнился мне такой вообще интересный момент. Мы готовились к какому-то концерту и должны были
исполнить песню «Бюльбюль Аглы», «Позвони». И там мальчик, один из техникума, он исполнял эту песню. И вот мы играем вступление, а он не может вступить. Молодой человек, Николай его звали, Мерзликин фамилия, никак не мог справиться с этой песней. Я объявил перерыв, вышел из актового зала, а студенты знали об этой репетиции, и многие приходили послушать. Рядом сидел со мной музыкант, гитарист он. Я очень любил гитару, он прекрасно играл на гитаре. Он был в этом как бы коллективе, в эстрадно-симфоническом. Вот. И однажды я его ждал просто. Мы как друзья. И там такое вступление было: «Па-та-та-та-та, ты мне вчера сказал». И вот они бились, он кто раньше вступит, то позже. И, значит, руководитель объявил перерыв. Вот, и я сидел, ждал. Толя говорит: подожди, сейчас вот этот козел вступит, говорит, и я говорю, тогда пойдем мы с тобой. Я говорю: а как это можно не вступить? И так что-то мы с ним, он говорит: попробуй, говорит, это же, знаешь, как это сложно. Я говорю: давай. И дал мне микрофон в руки, и я вступил, и полпесни пропел, смотрю, появляется в дверях там здоровый актовый зал, вот этот руководитель. Я повернулся в зал и говорю: кто пел? Стал там мальчик. Я говорю: иди сюда. Подошел ко мне симпатичный такой светленький паренек. Я говорю: как тебя звать? Он говорит: Леонид. А фамилия? Барткевич. Иди на сцену. Вот тогда-то, значит, Владимир Скороходов и взял его в наш оркестр Минского архитектурно-строительного техникума. 60-е годы, когда расцветал Битлза, мы все увлекались, слушали тогда. Это было очень уникальное явление. Случилась эта буря, ураган, то есть появились Битлз. Это, я прямо говорю, что это был просто ураган, все смело, абсолютно все смело. Все только на этом сосредоточились, все слушали только «Help», там «Please, please me» и все. Образ жизни, вообще все поменялось. Мальчишкам хотелось петь песни простые, свои, о своих каких-то проблемах. Ну и какой инструмент такой более легкий для освоения его? Гитара. И вот стали появляться эти группы гитарные. И на базе этого нашего эстрадного оркестра стал создаваться ансамбль под названием «Золотые яблоки». Леня стал солистом этого ансамбля. Поднялась, понеслась белая метелица, вслед за тройкой моей снежной дымкой стелится. На конях, на санях пронесусь под солнцем, и со мной в тишину песенка ворвется. «Золотые яблоки солнца», вообще полное название «Золотые яблоки солнца», по рассказу Рэя Брэдбери «Золотые яблоки солнца», но потом коротко стали называть «Золотые яблоки». У нас Чесик Поплавский, значит, Едвига появлялась у нас. Ну, а их отец – это собиратель фольклора белорусского. Он же проехал, наверное, всю Белоруссию. Он такую работу сделал. И мы просто взяли его сборник, выбрали как раз вот Косиуя Канишину, ну, «Скрипать мои лапти» называют «Ганулька», да. И мы взяли оба этих произведения, мы их, обработали по-своему. Конечно, у нас звучит это не так, как у Мулявина. Простенько, но мы это выкопали. Нам понравилось действительно и музыка сама, и тексты сами понравились, и мы их исполнили. Ну, а уже потом, там, зодчие, когда они выступали на «Алло, мы ищем таланты», они взяли Косиуя Канишину. Если почитать историю песняров, там как раз прямо написано, что Мулявин пригласил Леонида Барткевича из «Золотых яблок», который предложил Мулявину 2 песни из репертуара «Золотых яблок» – «Косиуя Канишину» и «Скрипят мои лапти». Вот так это было. Не так, а что? И сейчас можно же послушать, как мы исполнили «Скрипят мои лапти». Что там, совсем уж так примитивно? Нет, я бы не сказал бы. Эй, скрипят мои лапти, я иду до тебе, а я каля тебе, думаю, что в небе. Скажи, Ганулька, а ты правду мне? А ты любишь меня, а ты не. Скажи, Ганулька, а ты правду мне? А ты любишь меня, а ты не. Гады вучобы,
хутка прамінулі. Пасля заканчэння тэхнікума Леонид Барткевич працаваў у архітэктурна-праектным бюро. Але праца за кульманам раптоўна спынілася, амаль не пачаўшыся. Яго чакала іншая дарога. Кастрычнік 1970 года. Песняры атрымліваюць перамогу на 4-м усесаюзным конкурсе артыстаў эстрады ў Маскве. І вось калі яны вярнуліся ў Мінск, перад Владзімірам Улявіным паўстала вялікая праблема. Справа ў тым, што на той час у ансамблі яшчэ не было вядучага вакаліста, спевака, з якім можна было прабіць рэпертуар, рухацца далей. Яны ўсе спявалі, і Владзімір Мулявін, і яго брат Валерый, і Уладзіслаў Місевіч, і ўсе. Але гэта больш было такое харавое гучанне, харавыя спевы. Патрэбен быў спявак-лідар. І вось Владзімір Георгіевич актыўна заняўся пошуками такого спевака. Мы с Володей пришли в центре города, там за оперным театром, зашли, там Кульманы, чертежники стоят. И там среди них Леня. Как-то договорились, Мулявин уже известный, писарь известный. Ну-ка иди сюда, сынок, все. Его отпустили с работы, он пришел, а потом отпустили с работы, когда узнали, что мы его берем к себе. Тут не было никаких препятствий. Літаральна на другі дзень пасля сустрэчы з Леонідом Барткевічам Владзімір Мулявін напісаў для яго новую песню. І ўжо праз 2 дні Леонід спяваў яе у Маскве ў калоннай зале Дома Саюзаў на творчым вечары пісьменніка, паэта Петруся Броўкі, на тэкст якога песня была напісана. Яна называлася «Александрына». Из песни ты цела, Александрина, якою ты была. С корабля на бал. Из Дома пионеров сразу в колонный зал Дома Союза, где сидела элита музыкальная Советского Союза. Утесов, Матусовский, кого там только не перебивал. И сразу оказалось, что это то, что мы искали. То, что Володя искал, прежде всего. Красивый голос, чистейшая интонация, способность петь в хоре. Все это сразу определили, и никаких мучений там не было, и никаких сомнений. И с первого раза он попал. Впоследствии, кстати, забегая вперед, и с Кашипаром то же самое случилось. Но другого характера музыканта. Представьте себе, что не было ни Барткевича, ни Кашипарова. Даже при наличии Володи. Я же про себя не молчу. Могли песняры быть теми, кем они стали? Не могли. Вот мое мнение. Не могли. Менавіта з прыходам Барткевіча у ансамбля з'явілася такое адметнае, такое непаўторнае вакальнае гучанне, якое вызначала песняроў з соцень вакальна-інструментальных ансамбляў па ўсім Савецкім Саюзе. Лишь только подснежник распустится в срок, лишь только раскатятся первые грозы на белых стволах, появляется сок, то плачут березы, то плачут березы. Песня «Бярозавы сок» увайшла ў фінальны эфір тэлефестывалю «Песня года 72». І вось на гэтых кадрах мы бачым маладога Леоніда Барткевіча, прыгожага, статнага. Но як было не паддацца яго абаяльнасці, яго голасу. Вось так з гэтых усесаюзных эфіраў і пачыналася ўсенародная слава Леоніда Барткевіча. Няма таго, што раньше было. Няма таго, што раньше было. І толькі надпіс Веранікі
Владзімір Мулявін заўсёды называў Леаніда Барткевіча Лёша. І ў адным інтэрв'ю ён аднойчы сказаў асабіста мне даслоўна: «Лёша Барткевіч – гэта Лемішаў, толькі на эстрадзе». Леонид Леонидович вельмі любіў Лемішава. Ён у інтэрв'ю шмат гаварыў пра тое, што ў маладосці, у юнацтве ён перапеў увесь рэпертуар Сергея Лемішава. А ў песнярах все самыя нашы любімыя песні, запаветныя. Вось гэтыя Александрына, Алеся, Вераніка, Мой родны кут, Бярозавы сок, Беларусія. Все яны агучаны яго прыгожым, чыстым, ні на каго не падобным голасам. А як ён спяваў выдатна баладу «Каліна» ў календарна-абрадавай праграме. Гэта проста шэдэўр. Настолько была популярность, что не надо было там рекламу вешать, только на заборе напиши песняры и все. И мы ездили в города, допустим, 10 дней мы сидели в городе, пока все люди не перейдут, потому что все хотели на песняры попасть. Толпы были, поклонницы особенно. Ездили за нами и группы девчонок. В гостинице ты там с девчонкой, это же нельзя. Вот. Старались как-то проводить. Тогда это было такой запретный плод. Мы были с Кашипаровым бабниками. Это ярко выраженные, потому что за нами девки бегали. Ну, там было. Просто толпа стояла после каждого концерта. Пайшла, пакінуўшы мне зоркі і туманы, палыны жаль смугой окутаных дорог. Каб я хвилиною нанесенные раны годами у сердца заглушить своим не мог. Пайшла, ніколі ўжо не вернешься, Олеся, бывай смуглявая, каханая, бывай. Насколько важна, сложна и трудна роль вокалиста, певца, который стоит перед музыкантами. Не зря он там стоит. Он главная фигура. И причем главная фигура без всяких скидок. И на него все внимание. И задние ребята гениальные, талантливые, может не ту нотку взять, никто внимания не обратит. И потом один прикроет другой придет не выспавшись, а тот, кто лучше прикроет его. Вокалиста никто не прикроет, особенно когда он поет соло. А такие фигуры, как Леня Барткевич, это ярко выраженный солист со всеми данными. И не зря они становятся кумирами. Музыканты для элиты могут быть кумирами. А для народа, для множества вкусов, которые существуют среди публики, такие, как Леня фигура, это штучный единичный товар. Барткевич показал эффективность своего нахождения. Ничего похожего не было. Тут уже реверанс в сторону Мулявина. Каким надо быть аналитиком музыкальным и понимание, что ты хочешь от себя и от нас. Ночь купальская приходит, светом зорок таямничых, полем месяц дзіўны бродит, на купале мяне кліча. У песнярах яго называлі жартоўнай мянушкай «нашчадак Радзівіла», «патомак Радзівіла». Все гэта таму, што ён вельмі часта любіў паўтараць, што яго род мае дачыненне да роду князёў Радзівілаў. Мамочкина картина. Мы потомки Радзівіла, князя Барткевича. Пра гэту легенду ён даведаўся ад сваякоў. Нібыта яго бабуля Ганна Клементьевна Майкоўская мела дачыненне па раству з Альбрэхтам Радзівілам, апошнім нясвежскім
Радзівілам. Так гаварылі ў яго сям'і, і ён у гэта верыў. Хаця афіцыйных крыніц наконт гэтага не існуе. А вось сам па сабе род Барткевічу і сапраўды старажытны старадаўні дваранскі род. Заснавальнік яго прадзед Леаніда Барткевіча Рамуальд Ігнацьевіч Барткевіч. Ён жыў у Мінску, працаваў на дзяржаўнай службе. Дзед Леаніда Барткевіча Рычард у 30-е гады нават быў рэпрэсіраваны менавіта за сваё дваранскае походжение. Когда он сказал, что его родственники там, по мужской линии связаны как-то с Радзивиллами. Ну, как мы к этому относились? Однажды Муляин пришел на репетицию, Леня опаздывал, говорит, где этот подонок Радзивиллов? В этом он выразил все наше общее отношение к этой его затее радзивилловской. А мы в это не верили, я в это не верил. И повод просто посмеяться, но не в лицо, но просто, ладно, Леня, все клево, давай, ты давай, Радзивиллы, давай, покоряй публику. Я не знаю, что тебе, как тебе объяснить, я не знаю. Но ты совсем не думаешь, о чем ты поешь. Тряхнул головой, ну как будто в этот самый гопаке. Леш, плохо, очень плохо. Я сказал, подумай об этом, подумай. Специально репетирую, думаю, что ты несешь. Как машина, зарядил одно и то же, о чем-то поешь. Сейчас и убили, и расстреляли, и целовали одно и то же. Ну не подумай, о чем ты поешь, подумай. Есть такой фильм, где... Значит, мы поехали в поездку фольклорную, и вот как от бабок, как бабки поют, вот эти в деревне, и потом проходит весь процесс до того, как песня уже вышла на эстраду, на готовая. И вот там показано, как он со мной, работал на сцене. Такой рабочий момент. Думаю, такие верха такие сложные, ну все вроде нормально, а он еще что-то хочет. А потом я, когда уже послушал, да, я подумал, без его вот этого я бы так не спел. Ре мажор. Ля минор, ре мажор. Все. После первой поездки в Штатах, другие они несравнимы по значимости, другие поездки, именно первая одна. Пресса, именно вот это выражение в какой-то английской прессе. Поют как боги, играют как дети. Чуть ли не нам под нос поднесли, говорят, вот читайте, ну, на английском языке. В той же поездке подошла, опять же, я был свидетелем, какая-то женщина, и, глядя на Барткевича, вот так вот на него, причем американка это, тогда мы же ездили по Южным Штатам, первой волны эмигранты, не было никого. Но она как-то выразилась так изящно тоже, что вы выглядите как Христос, а поете как Бог, что-то такое. Религиозное такое. У нас это вообще определение, ну, во-первых, мы же все были безбожники по воспитанию, по определению, по паспорту. И вдруг такое определение. И оно оказалось, да, он похож вот на тот образ. И это выражение я слышал, вот эта женщина сказала ему. Гістарычная паездка песняроў у Злучаныя Штаты Амерыкі адбылася ў лістападзе 1976 года. Падчас шматгадзіннага пералёту ў Вашынгтон песняры аказаліся ў адным самалёце з членамі зборнай СССР па спартыўнай гімнастыцы, сярод якіх была 4-разовая алімпійская чэмпіёнка Вольга Корбут. Іх крэслы аказаліся побач. І яны прагаварылі увесь палёт. Леанід Барткевіч заўсёды ўспамінаў, як Вольга тады сказала яму: «Я ніколі не выйду замуж ні за спартсмена, ні за артыста». Але у лёсу на гэты конт аказаліся іншыя планы. 7 студзеня 1978 года у Мінску адбылося вяселле стагоддзя. Шлюб бралі дзве зоркі – Леанід Барткевіч і Вольга Корбут. Сам першы сакратар ЦК Компартыі Беларусі Пётр Машэраў прызначыў памочніка свайго для таго, каб распрацаваць
сцэнарый гэтага вяселля. У яго кабінеце абмяркоўвалася літаральна ўсё, пачынаючы ад закусак і канчаючы тым, якога колера павінны быць дываны ў зале. Маладым прапанавалі на выбар 2 пляцоўкі для правядзення вяселля. Першая гэта Дразды, рэзідэнцыя Машэрава, і другая пляцоўка новы па тых часах толькі пабудаваны і адкрыты рэстаран «Верас». І яны абралі «Верас». Запрасілі 150 чалавек гасцей. Танцавальную праграму забяспечыў ансамбль «Верасы», як не дзіўна. Ну а потым самі песняры выходзілі на эстраду, спявалі свае песні. Вось так весела, бесшабашна пачыналася сумеснае жыццё Леаніда Барткевіча і Вольгі Корбут, якое афіцыйна працягнулася 22 гады. У 79-м Вольга нарадзіла сына, якога Леонид Леонидович назваў у гонар свайго деда Ричардом. Да, и Корбут, ну, пришла, конечно, сначала, о, Корбут олимпийский, а когда как человек, такой же человек, человечек, такой же, одаренный безумно тем, чего нам не надо вообще. Какое нам дело до этой гимнастики? А авторитет влияния большое, а на Лене больше всего. Ну и какой от этого эффект? Что он ушел из коллектива. Плохо ли это, хорошо? Может, для его судьбы это потрясающе. Может, если бы не было этого, жизнь была неполноценной. Я другого мнения, наоборот. А она это не специально делала. Она уже была Корбут. Приходишь на репетицию, она уже сидит с ним репетирует. Она же ушла, 22-23 года была. Из высочайшего спорта ушла. Девчонка фактически. А авторитеты и тяжесть, содеянной ей, давила на нее тоже. И она, так сказать, вот, сидя, ну, жаль, что не стала режиссером. Вот она садилась, Леня, ты должен выйти с микрофон, взять так, не так, а так. Леня как удав на это, на фокусника. Володя это увидел. Ну, это как одна из деталей его поведения, как на нее она влияла. Ну, нечего человека делать, нечего. Надо так прямо уже говорить, что я в этом уверен. Его уход связан с именно знакомством с Ольгой Корбут. Ее влияние на нее, не давая характеристик. Она живет другой жизнью и вообще в другом государстве. И Леня в том государстве был никем. Я это знаю и понимаю, и других предостерегаю, что если вы здесь кто-то, это не значит, что везде. Вот она планетарного масштаба личность, а мы локального. И песняры даже, к сожалению. А Леня развелся с женой своей. Тоже такая девочка интересная. Краснодарская казачка. И, наверное, и сам-то молодой еще был. Наверное, чтобы доказать ей, что он не просто Леня, он всегда Леня. Настоящий Леня. Женился на олимпийской чемпионке. И все, что из этого следует. Хотя разошлись они с друзьями, между прочим. Это тоже хорошо. Роўна 10 гадоў Леонид Барткевич аддаў песнярам. І ўспамінаў пазней, што апошні свой канцэрт, які адбыўся ў Данецку, ён ужо сядзеў у глядзельнай зале, не на сцэне, а ў зале. Бачыў, як яны спяваюць, і плакаў горкімі слязамі. Калі ўвечар да весніц выйшла і стаяла пад вішнямі колкімі, я цябе цалаваў цішаю, я цябе цалаваў зоркамі, я цябе цалаваў цішаю, я цябе цалаваў. З пачатку 1980-х гадоў Леонид Барткевич працаваў салістам беларускага радыё. Ён агучыў мноства твораў, у першую чаргу песні беларускіх кампазітараў. На дыване з густой травы мы пасядзім часіну з ёю, я запляту вянок ёй лугавы, обмыты ранішняй росою. Я запляту вянок ёй лугавы, я запляту вянок ёй лугавы, обмыты ранішняй росою. У 1989 годзе яны з Вольгай паехалі ў Штаты. Думалі на 2 гады, а атрымалася на цэлых 10. Гэта паездка, канешне ж, ладзілася пад Вольгу. Ёй прапанавалі вельмі выгадны кантракт,
і яны паляцелі ў Амерыку. Яны жылі у Атланце, у іх быў раскошны асабняк з басейнам, з баскетбольнай пляцоўкай. Дзякуючы вядомасці Вольгі Корбут, яны вельмі хутка увайшлі ў элітарнае кола віп-персон, пасябравалі, зблізіліся з сям'ёй Арнольда Шварценеггера, пазнаёміліся з Джорджем Харрісом, з медыямагнатам Тедам Цёрнерам і яго жонкай, вядомай галівудскай актрысай Джейн Фондай. І нават сам Стівен Спілберг збіраўся здымаць фільм па сцэнарыю Леаніда Барткевіча, як ён любіў расказваць у інтэрв'ю. Ну, Леонід Леонідович прыўкрашваў падзеі, гэта ўсе ведаюць. Хаця, можа, так і было на самай справе. Але галоўнае не гэта. Галоўнае тое, што там ён не быў самім сабой. Ён не мог адшукаць уласную справу. І потым таксама яшчэ прызнаваў гэта ў інтэрв'ю, што ён быў у Амерыцы мужам Вольгі Корбут. І, канешне, такое становішча яго задаволіць не магло. Калі Владзімір Георгіевіч Мулявін у адзін цудоўны момант прыехаў у Амерыку адпачыць разам з сям'ёй, ён іх сабраў, і Кашапарова, і Барткевіча, і, канешне, ўсё адразу ж зразумеў, як кажуць, прасёк. Сказаў яму, што ты тут робіш? Вяртайся дамоў. Ты патрэбны там, ты патрэбны мне, ты патрэбны песнярам. І Леонід Леонідович адгукнуўся. Ён вярнуўся ў Беларусь і зноў стаў спяваць разам з Мулявіным і з песнярамі. Самы першы канцэрт, які яны працавалі разам, гэта быў залаты шлягер «Горад Магілёў», кастрычнік 1999 года, калі ён зноў стаяў на беларускай сцэне, як і шмат гадоў таму назад. Здорово, что я все-таки опять на родине. Я сказал себе, что все, я больше никуда никакие Америки не поеду. Это же твое, это же все, ну тебя все здесь знают, ты кому-то нужен здесь. Тут, ну, то есть, ну, вы не представляете, это невозможно передать. Так Леонід Барткевіч зноў вярнуўся ў песняры Владзіміра Мулявіна і спяваў у гэтым ансамблі разам з ім наступныя 4 гады. Почему черемуха, почему бела, почему вчера еще ты со мной была? Почему черемуха, почему бела, почему вчера еще ты со мной была? У 2003 годзе Владзімір Мулявін пайшоў жыцця, распаўся і перастаў існаваць той склад ансамбля песняры, у якім давялося спяваць Леоніду Барткевічу. І ён сабраў уласны калектыў, які назваў сваім іменем «Песняры Леоніда Барткевіча». Кажуць, што пасля смерці Владзіміра Мулявіна стала шмат клонаў песняроў. Але скажыце, калі ласка, ці не меў права Леонід Барткевіч сабраць уласны ансамбль? Меў, і яшчэ якое права. Кожнае яго з'яўленне на сцэне бударажыла людзей. Ён па-ранейшаму для публікі заставаўся кумірам. Уже тут, у Беларусі, ён закруціў раман з паклонніцай, якая была маладзейшая за яго на цэлых 37 гадоў. У лістападзе 2004 года яны адыгралі вяселле. Фотамадэлі Тацяне Радзянка было 18, а Леоніду Барткевічу 55. Ну а ці мог ён выбраць сабе жонку не фотамадэль? Гэта проста немагчыма ўявіць. Толькі самую прыгожую, толькі самую маладую і толькі фотамадэль. На тое быў ён і Леонід Барткевіч. У 2005 годзе Тацяна Радзянка нарадзіла яму сына, самага малодшага сына, якога яны назвалі Крістіян. Я просто видел, что как он относится к своему сыну Кристиану. Кристиан — это для него был
свет в окне. Как он мне сам и сказал, главное вот для меня крестьянчик – это все. С гастроли всегда Леонид привозил ему игрушки, уж, по-моему, все было у крестьян. Знаешь, говорит, я люблю подраться. Я говорю, как? Ну, я же на тракторном заводе вырос, было дело. Но я в этом убедился, кстати, был тут такой случай. Это мы выступали в какой-то станице, большая станица. Это дело уже, естественно, было вечером мероприятие, а мы засиделись в ресторане. Время было уже где-то 3 час ночи. Вышли вдвоем, луна светит. Я говорю, Лень, пойдем вот по этой дорожке. Пошли мимо оврага. И вдруг из этого оврага выскакивает девчонка. Она прыгает Борткевичу вот сюда, прямо на шею, и кричит: «Спасите меня!» А сама вся в крови, я не знаю, как из фильма ужасов. Я смотрю, и тут же из этого оврага встает какой-то вот упырь прямо. Руки реально, в буквальном смысле, по локоть в крови. То есть он просто убивал эту девочку там в этом овраге. Борткевич говорит: «Что ты делаешь?» Как даст ему ногой в ключицу. Ну, он обратно во овраг и улетел, этот упырь. Опять встает, опять идет, а он опять ему, значит. Вот, ну, вот такой случай был. Потом, значит, вышел охранник, говорит: «Все, ребята, что здесь происходит?» Ну, и как-то мы быстрее пошли, потому что там еще какие-то подтягиваться стали. Так что вот боевой товарищ все-таки Леонид Леонидович, боевой. Во всяком случае, мне с ним было как-то вот после такого случая уже поспокойнее. Я вот видел, что он одинок. Видел. Я думаю, что крестьянчик еще был маленький, поэтому, хоть он его и любил, но в ответ от крестьян он пока не мог получить там прямо вот как вот любовь сыновнюю. Остальные, ну, Ричард в другом городе, а домашние, я не знаю, какие были там откровенные чувства, неоткровенные, но одиночество все-таки оно читалось. Как-то вот видно было в душе, что он одинокий человек. Если говорить о здоровье, то мне кажется, что он был очень терпеливым. Он многое в себе, вот он просто терпел. Ну и вообще, честно говоря, он еще и безалаберен был в отношении здоровья. Сколько раз забывал в начале, когда он еще был на таблетках. Я в номер бегал, он говорит: «Сбегай, принеси», я забыл. Я побежал, значит, бегал не раз за таблетками обратно, потому что диабет – это диабет. Потом уже стал колоть инсулин, но и тоже умудрялся забывать. Звонит мне в Москву, говорит: «Мы едем, скоро будем на Белорусском, достань мне укол». Я забыл дома. Вот. На речке качаются ялики, а к речке спускается сад. Там падают в августе яблоки, а крышу ночами стучат. Там полон великого таинства, хранит прошлых снов забытье. Тот домик на самой окраине, где детство промчалось мое. Да, это было одно из последних выступлений. Тогда уже ему было, мягко говоря, тяжело. Потому что, видимо, болезнь все-таки уже прогрессировала и достигла такого определенного пика. Но он держался, он старался держаться, но уже не мог. Он даже не мог сесть на барный стул, который, в общем-то, такой довольно-таки высокий, просто сесть на него и все. Это было ему трудно. Он весь концерт практически присел там на подиум для барабанов, но публика была очень благодарна. Это на уровне подвига было все со стороны Борткевича. Он до конца доработал, до конца была спета вся программа, но ему уже было тяжело, конечно, очень тяжело. Молодость моя, Белоруссия.
Песняры – это практически величайший пласт музыкальной культуры, который они подняли, прежде всего белорусской национальной культуры. И он стал частицей этого великого большого труда. Когда заканчивается время подведения итогов, все равно приходишь к мысли, что без Лени не было песняров. В таком виде, к которому мы привыкли, за что их ценим. Но народ просто любит его до сих пор. Кто его помнит? Только такие личности, как Леня, могли создать такой коллектив. Они не только подчинялись Володе, который главный создатель, они и сами были создателями. Леонид Барткевич – это ў прамым сэнсе слова самая прыгожая легенда песняроў. Яго голос – здабытак нашего народа, яго душа. Барткевич был патриотом, самым настоящим патриотом. Он очень любил Белоруссию, очень. Я говорю: Лёнь, а почему вот ты в Америку? Да нет, здесь моя родина, это его слова. Леонид Барткевич быў зоркай сусветнай велічыні. Яго жыццё прайшло літаральна ва ўсіх на вачах, пад промнямі софітаў, пад пастаянным прыцэлам фота і відэакамер. Але, нягледзячы на сваю зорнасць, да апошніх дзён ён заставаўся чалавекам выключна сціплым, дабрадушным і простым. Любіў жыццё і сваю зямлю, якую ўжо немагчыма уявіць без яго песень, без яго голасу і без яго светлай, прыветлівай усмешкі. Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны до туман, песни партизан. Молодость моя, Белоруссия. Молодость моя, Белоруссия. Песни партизан, сосны до туман. Песни партизан. Молодость моя.